Готовы проголосовать? Рано утром проголосовал герой соцтруда Ильдус Мастюков. К нему с урной пришли домой. Ему 93, и он единственный в истории СССР татарин, работавший генеральным конструктором по разработке радиолокационного опознавания войск «Свой-чужой». Ее из Казани внедряли на весь Союз. Свой долг перед страной выполнили. Плохое зрение не позволяет идти на избирательный участок, но он помнит дух праздника и радости, который всегда царил в дни выборов. Мы были очень патриотичны. Страна в своем развитии достигла очень высоких результатов. Вот. Мы прошли Великую Отечественную войну, восстанавливали народное хозяйство. Вот. Настроение было очень приподнятое в то время. И мы на выборы с большой радостью шли. Мерси, отвечает Лейла Фазлеева, и проходит на избирательный участок в 3-й гимназии. Вице-премьер говорит, выборы для нее праздник. В таком же духе воспитывает и сына. Важное событие для моей семьи, для моего сына, который также идет сегодня голосовать. Относиться к этому как вот плановому, да, какому-то обычному мероприятию я бы не стала. В Иннополисе проголосовал вице-премьер Роман Шайхутдинов. Здесь, на избирательном участке, все соответствует статусу IT-столицы республики. Жителей встречает робопес, который в будущем будет преобразован в настоящего цифрового экскурсовода. Мы часто слышим, что это избирательное право, что это действительно возможность проявить себя и отдать свой голос. Это происходит нечасто. Конечно, можно найти время, тем более в этом году выборы проходят 3 дня. На участке в здании КАИ имени Туполева со своей супругой голосует заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов. На участке много желающих проголосовать. Здесь соблюдены все антиковидные меры. От наших действий зависит, как будет жить дальше страна. Поэтому выражаю надежду, что все будет хорошо. Ну и радует, что на всех избирательных участках четко придерживаюсь всех необходимых правил, связанных с эпидемической ситуацией. Его коллега Татьяна Ларионова голосует на 319-м участке в здании 6-й гимназии. Здесь за 3 дня выборов ожидают порядка 2500 человек. Она вспоминает, как ходила на выборы еще со своими родителями. Это всегда был семейный праздник. И вот сейчас некоторые говорят, ну, потому что дефицит был на участках избирательных. Да нет, ни за конфетами, ни за сладостями. А это действительно было какое-то особое настроение, особое желание и особая семейная традиция, причем не только наша. На 48-й участок отдать свой голос с супругой пришел депутат Госсовета, народный артист республики Рамиль Тухватуллин. Завтра в Камаловском открытие сезона. Самые важные дела решили завершить сегодня. От будущих законов, которые будут принимать наши будущие депутаты, зависит и внутриполитическая стабильность, социальное благополучие. В поселке Чернышевка со своей супругой голосует глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов на избирательный участок пришел с внучкой. Голосуют и общественные деятели. Елена Кузьмичева опустила бюллетень в урну в школе номер 137 Казани. Программы, представленные кандидатами, были достаточно яркие, поэтому у наших граждан была возможность ознакомиться и с делами, и с программами. И поэтому вот в эти дни нам осталось сделать только свой выбор. Завтра последний и основной день голосования. Участки откроются в 8 утра. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, Вадим Илларионов, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.